Новые случаи коронавируса подтвердили в Якутии. Круг контактировавших установлен. Деятельность межмуниципального такси приостановлена. Труднодоступные районы получили послабления. Какие? Дистанционное обслуживание граждан. Как оплатить за потребленные услуги, не выходя из дома. Здравствуйте, в эфире новости, в студии Юлия Великодная. Еще 11 пациентов с новой коронавирусной инфекцией скончались в Москве. Таким образом, общее число умерших из-за коронавируса в столице страны достигло 106 человек. Об этом сообщили в среду в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. Скончались 11 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. Среди умерших пациенты от 48 до 86 лет. Все пациенты имели сопутствующие заболевания. Среди них гипертония, пилонефрит, хронический гепатит С, сахарный диабет. 3 страдали хроническим бронхитом, сказали в штабе. В борьбе с коронавирусом нужно принимать экстраординарные меры. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время онлайн-саммита Евразийского экономического союза. Эффективно противостоять пандемии можно только путем объединения усилий международного сообщества. Именно такие коллективные подходы Россия продвигает на всех многосторонних площадках, отметил российский лидер. В этой связи правительство России выделяет до 1,2% ВВП на минимизацию негативных последствий эпидемии. Одновременно для недопущения оттока капитала увеличена до 15% налоговая ставка на доход, выведенный на зарубежные счета, добавил он. По данным на утро 14 апреля в России зафиксирован 21 тысяча случаев заражения коронавирусом, 170 из которых летальные, 1694 человека полностью выздоровели. Мы не остаемся безучастными к проблемам, с которыми из-за пандемии сталкиваются другие государства. Стараемся помочь прежде всего остро нуждающимся странам. Продолжим, безусловно, эту работу, будем делиться полученным опытом, обмениваться оперативной информацией. Здесь уже отмечалось, что Россия очень активно работает над лекарственными специальными средствами для борьбы с пандемией, над вакцинами. Действительно, работа идет хорошо, и я надеюсь, что мы в ближайшее время сможем с вами поделиться полученными результатами. 3 новых случая коронавируса подтвердили в Якутии. Общее число возросло до 35. Об этом заявил глава республики Айсен Николаев во время ежедневного брифинга по эпидситуации в регионе. В Якутске COVID-19 выявлен у жительницы Верхоянского района, которая с марта находилась в столице региона. Женщина госпитализирована, круг ее контактов установлен, у них берут анализы. Также 2 новых случая в Алдане выявили у людей из круга первых зараженных. Находится в больнице, круг ее контактов тоже определен. Сейчас активно вовлекается в забор анализов, и мы думаем, что до конца дня по основному кругу контактов ее уже окончательные результаты будут по анализам. 2 случая у нас выявлены по Алдану. Это опять же по кругу первых зараженных. Это один из работников рынка и член семьи женщины, приехавшая из Кисловодска через Москву. По Ленску новых случаев нет. На подтверждении находятся пробы 5 работников вахтового поселка на Чаиндинском месторождении. Результаты анализов планируют получить сегодня. «Газпром» добыча «Ноябрьск» по нашей просьбе сделал рейс и вывез 23 своих работника, у которых были признаки ОРВИ и возможного коронавируса в Ноябрьск на дальнейшее прохождение ими лечения. Сейчас с «Газпромом» идет работа правительства республики, оперативного штаба для того, чтобы полностью очаг заражения на месторождении был локализован. Вахтовый поселок сейчас находится на строгом карантине, в котором проживает порядка 400 человек.
Также глава Якутии Айсан Николаев подписал указ, которым приостановил деятельность межмуниципального такси с 15 по 30 апреля. При этом сняты некоторые ограничения в труднодоступных населенных пунктах Якутии, в которых до сегодняшнего дня не зафиксировано ни одного случая заболевания новой коронавирусной инфекции. В 169 поселениях по-прежнему приостановлена деятельность домов культуры, кинотеатров, спортивно-досуговых организаций, иных развлекательных заведений и банкетных залах. Вся остальная деятельность в этих населенных пунктах будет разрешена. Ленский, Алданский районы, где режим самоизоляции уже был введен. К ним еще дополнительно мы добавили Нижний Бестях и Тикси, для того, чтобы на территории этих населенных пунктов, муниципальных образований все ограничения в целом оставались, но все равно введен ряд уже ослаблений в части работы медицинских организаций, имеющих лицензию. Также по работе специализированных магазинов, отдельно стоящих зданиях. Будут разрешаться работы по Якутску, в частности, и по другим районам автосервисов, автомоек. В целом, еще раз говорю, достаточно существенное ослабление есть. Вместе с тем, на всех этих учреждениях, организациях в обязательном порядке все меры предосторожности, предписанные Роспотребнадзором, должны, безусловно, исполняться. Проверка их будет проводиться, исполнение этих требований. В случае нарушения учреждения будут закрываться и не допускаться к дальнейшей работе. Четвертый день, как в Алдане, объявлен карантин. Наша съемочная группа следит за развитием событий. Руслан Павлов готов рассказать об эпидемиологической обстановке в городе. В Алдане обостряется ситуация, еще +2 за последние сутки. Один из них ребенок, зараженный коронавирусом. Подробнее главный санитарный врач по Алданскому району Алексей Селютин. Здравствуйте. Да, действительно, у нас 2 новых случая за последние сутки. Один из них ребенок 6 лет, который является контактным по очагу завозному из Кисловодска, Москва-Алдан. В результате второй случай – это контактный, который нам дал очаг рынка «Металлург». Оба человека находились в обсерваторе, у них поднялась температура, они были переведены в инфекционное отделение, где были взяты анализы. На сегодняшний день оба человека подтвердили наличие у них новой коронавирусной инфекции. На сегодняшний день на базе Алданской центральной районной больницы развернуто новое отделение провизорное, где на сегодняшний день находятся 5 человек. Там будут находиться люди, у которых имеется симптоматика или основания полагать, что они заражены, но подтверждение лабораторной диагностикой пока не имеет места быть. То есть на сегодняшний день 9 человек, зараженных COVID-19? Да, на сегодняшний день у нас 9 положительных. Ну и видим, что ситуация продолжает обостряться. Мы следим за развитием событий. Жительница Якутска, прибывшая из Москвы, вместо самоизоляции начала принимать гостей. Уже определен круг из 10 контактировавших с ней, все они на обязательной самоизоляции. Заболевшая семья из города Алдана, также прибывшая из Москвы, вместо самоизоляции начала общение с коллегами по работе. Из отработанного круга контактов уже выявлены заболевшие, в том числе ребенок заболевшей семьи. В результате Алдан и поселок Ленинский закрыты на карантин. Оперативный штаб предупреждает всех прибывающих на территорию Якутии о необходимости строгого соблюдения режима изоляции. В условиях карантина и самоизоляции офисы многих организаций закрылись. Так, Дальневосточная энергетическая компания временно перешла на дистанционное обслуживание граждан для защиты здоровья своих клиентов и сотрудников. Как оплатить за потребленные услуги, не выходя из дома, знает Сергей Козюра. В условиях карантина и самоизоляции офисы многих организаций закрылись. Теперь ряд вопросов нерюнгринцам приходится решать дистанционно, из дома, в том числе и оплату квитанций за коммунальные услуги. Свежие платежки уже появились во всех почтовых ящиках. Еще быстрее их, кстати, получили те, кто оформил подписку на сайте ДЭК. В этом случае квитанции приходят на адрес электронной почты. Мы решили проверить, реально ли рассчитываться с энергетиками, не приходя в офис компании, и насколько это удобно. В принципе, очень все просто. У нас есть тут QR-код, и отсканировав с помощью приложения «Мобильный банк», выбираем платежи, нажимаем «Отсканировать».
То есть он автоматически выдает все показания и буквально 2 кнопками, не покидая свою квартиру, да, в условиях самоизоляции, вы можете оплатить все необходимые вам услуги ЖКХ. Оплатить за потребленные услуги без комиссии можно в интернет-банках Восточный, Сбербанка, АТБ, ВТБ и Совкомбанка, также в системе «Город» и в мобильном приложении «Квартплата Плюс». Для пожилых людей, для маломобильных людей, к которым отношусь, в принципе, и я, да, с маленьким, с грудным ребенком. Поэтому огромное спасибо за то, что есть возможность, не выходя из дома, оплатить все необходимые квитанции. Как оказалось, рассчитываться с долгами довольно просто и нет причин их копить. Сергей Козюра, Александр Цыбикова, Нерюнгри. На месте будущего строительства моста через Лену продолжаются изыскательские работы. Сегодня в Табагу выехала наша съемочная группа. Сергей Михедов находится с нами на прямой связи и готов рассказать последние новости с места работ. Сергей, здравствуй, тебе слово. Да, Юля, приветствую. Прямо сейчас мы находимся в районе Старой Табаги. Здесь продолжаются инженерные изыскания. Ведутся буровые работы, работы по топосъемке, геофизические работы. Гидрологи изучают характеристики льда и готовятся к ледоходу. Также выполняются инженерно-экологические изыскания. И более подробно о работе нам расскажет представитель группы компании ВИС Артем Артемьев. Артем Николаевич, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, подробнее о ходе работ в реке Лена. Добрый день. Как вы сказали, у нас на сегодняшний момент выполняются работы по инженерно-изысканию. На сегодняшний момент пробурено 322 скважины общей глубиной порядка 5 километров. На объекте, на месте строительства Ленского моста работают 7 буровых установок и выполнены полностью работы по руслу реки Лена. То есть сейчас работы то есть на 15 апреля полностью выполнены работы по изысканиям по самой реке Лена. И сейчас ведутся в низменности та территория, которая находится в зоне подтопления ледохода. На сегодняшний момент работают 7 буровых установок. Как вы видите, одна из них работает. Все изыскания, все анализы проб грунта направляются в лабораторию. И планируем до конца лета полностью выполнить все работы по изысканию. Наверное, многим телезрителям будет интересно, что в себе заключают эти работы, что значит изыскательские работы. Просто в общем расскажите, пожалуйста. Если коротко, то изыскательские работы заключаются в том, чтобы сделать анализ той ситуации грунта, где будут находиться условно сваи, и для того, чтобы определить нагрузку, то есть какая будет глубина сваи, какую нагрузку она будет нести, и на основании этого делаются уже расчеты и делается проект. Артем Николаевич, спасибо за информацию. Ну вот такие данные, более подробную информацию об изыскательских работах мы расскажем чуть позже в наших следующих выпусках. Юлия, тебе слово. Спасибо, Сергей. Напомню, это был наш корреспондент Сергей Михедов. Ну а пока моста еще нет в столице региона, закрыта переправа, и единственный способ добраться – это воздушные подушки. Они начинают свою работу, будет работать 31 судно, начинается поэтапный спуск. По словам руководителя Департамента водного и железнодорожного транспорта Минтранса Якутии Семена Коркина, владельцы судов установили единый тариф в размере 1500 рублей. Как и в прошлые годы, в якутские суда на воздушные подушки отправляются на противоположный берег реки с территории 202-го микрорайона. Оставайтесь с нами, мы следим за развитием событий.